Рахмон рассказал о силах, которые продолжают вынашивать планы по дестабилизации ситуации в Центральной Азии. В Комитете по архитектуре считают, что цены на жилье в Таджикистане низкие. МВД призывает граждан, имеющих банковские карты, остерегаться мошенников. На консультативной встрече в Кыргызстане договор о дружбе подписали только 3 страны из 5. Последние события в странах Центральной Азии свидетельствуют о том, что различные силы все еще продолжают вынашивать планы по дестабилизации ситуации в регионе. Об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 июля на консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Чолпон-Ате. По его словам, Центральная Азия продолжает оставаться важным регионом для мировых сил и претерпевает сложный период своего развития. Ситуация в мире стремительно меняется, обостряется конкуренция и противостояние глобальных игроков с переходом холодной войны в горячую фазу. Меняют свои очертания глобальные геополитические перемены, идет трансформация существующего миропорядка. Он назвал существующие вызовы и угрозы – это терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия и киберпреступность. Самым серьезным вызовом, по мнению Рахмона, является продвижение в Центральной Азии крайне разрушительной идеологии религиозного радикализма. Так называемые спящие ячейки могут в любой момент проявить себя, в том числе при активной поддержке извне. Последние события показали, что религиозные радикальные экстремисты способны использовать в своих корыстных целях любой протестный потенциал нашего общества, сказал он. По его словам, в Таджикистане хорошо знают, какую угрозу безопасности представляют эти деструктивные силы. Эмомали Рахмон предложил усилить координацию по линии спецслужб в целях создания конкретных механизмов в совместной борьбе против распространения радикальной идеологии в регионе. Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Душанбе составляет 4170 сомони. Цена зависит от заработной платы строителей и стоимости строительных материалов, используемых в возведении объекта. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель по архитектуре и строительству Таджикистана Мухаммад Саид Зувайдзода. По его словам, по сравнению с другими странами, наши цены на жилье низкие, и сейчас ведется работа над тем, чтобы они были дешевыми и доступными для людей. Всего, по словам главы комитета, в первом полугодии этого года в стране построено более 588 тысяч квадратных метров жилья. Между тем, в начале этого года Статкомитет СНГ также сообщал, что Таджикистан занимает первое место по дешевизне жилья среди стран бывшего СССР. Отмечалось, что цена 1 квадратного метра жилья в стране стоит $350–500. Для сравнения, квадратный метр жилья в Кыргызстане и Узбекистане составляет от $500 до $800, в Казахстане $1000, в Туркменистане $1500. Однако, по данным ведомства, Таджикистан отстает от других стран по обеспеченности населения жилья. В последнем рейтинге Numbeo, крупнейшей в мире базы данных по доступной и недоступной недвижимости, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан занимают строчки ниже 75-го места, а Таджикистан и Туркменистан вообще не вошли в список. Между тем, по данным экспертов рынка, стоимость 1 квадратного метра в новостройке в Душанбе составляет от $500 до $900 в зависимости от элитного дома и его места расположения в городе. Министерство внутренних дел Таджикистана призывает граждан, пользующихся банковскими картами, остерегаться мошенников. Как следует из сообщения МВД, это касается владельцев пластиковых карт Душанбе Ситибанк. Доводим до сведения граждан, что в последнее время со стороны неизвестных лиц участились случаи мошенничества, связанного со снятием наличности с банковских карт Душанбе Ситибанк, отмечается в сообщении. Причиной снятия денег чужими лицами, как отмечается в сообщении, является неправильное использование банковских карт их владельцами и предоставление незнакомым лицам банковских реквизитов, в том числе пин-кода банковской карты. В этой связи просим граждан, клиентов банков, чтобы не стать жертвами мошенников, не предоставлять незнакомым лицам коды банковских карт, подчеркивается в сообщении. На прошедшей в кыргызском городе Чолпон-Ате 4-й консультативной встрече лидеров стран Центральной Азии был подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке.
Документ завизировали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Таджикистан и Туркменистан присоединятся к договору после прохождения внутригосударственных процедур, пояснили в пресс-службе президента Кыргызстана. Выступая на саммите, Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что договор окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения стран региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии, подчеркнул Жапаров.